Мерапрыемствы, прысвечаныя Дню памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў, прайшлі ў Пружанах 15 лютага. Былыя афганцы і ўсе неабыякавыя да той страшнай вайны мелі магчымасць наведаць пакой баявой славы воінаў-інтэрнацыяналістаў. 2 гады таму ён з'явіўся ў гарадскім палацы культуры. У міні-музеі прадстаўлены фотаздымкі воінаў-афганцаў, літаратура і газетныя артыкулы, абмундзіраванне вайскоўцаў тых часов. Идея создания музея еще возникла у нас еще в начале 2000-х годов. И в 2012 году, когда меня избрали председателем районной организации, это я еще там на собрании сказал, когда меня избрали, что музей у нас будет. В 2019 году мы открыли музей, 12 февраля было открытие музея. Собирали все это, естественно, по крупицам, кто что мог, тот нес. Изначально в музей начали собирать экспонаты еще с Палацки, они у нас хранились. В Палацке я один раз делали выставку. На данный момент, музей его сложно назвать, мы его называем «Комната боевой славы воинов-интернационалистов». Сёння ў раёне пражывае больш за 200 былых воінаў-афганцаў. 15 лютага для іх дзень успамінаў, смутку і памяці. Менавіта таму, што год яны збіраюцца ў скверы па вуліцы Тармасава каля мемарыяльных пліт з імёнамі ураджэнцаў раёна, якія з той вайны не вярнуліся. Мы никогда не забудем имена наших пружанских ребят, которые не вернулись домой с той войны. Безгранична боль утраты. И никогда не заживет рана в сердце матери, отца, потерявших своих сыновей. И наш долг – сохранить память о погибших. Она священна. Мы низко склоняем головы перед родителями и родственниками погибших, перед всеми воинами, кто в боевой обстановке проявил мужество и верность воинской присяге. Мы скорбим о погибших в боевых действиях и умерших после войны. Будем помнить о ратном подвиге солдат и офицеров, которые, несмотря на смертельную опасность, вступили в борьбу с международным терроризмом. Для нас воины являются действительно настоящим примером мужественности, героизма, патриотизма, чести. И хочется сказать слова благодарности за воспитание нашего поколения, когда вновь приобретают ценность такие понятия, как родина, честь и патриотизм. Наталью Гурскую на мітинг привели память и боль. Яна – одноклассница гвардии родового Анатолия Талашкевича, якого проглынула прожерливая афганская земля. Это мой одноклассник. И вот с 83-го года, зная о том, что он пропал без вести, каждый день ждем мы его. И сегодня я пришла сюда, чтобы опять же вспомнить, может быть, пообщаться с ним. И цветы принесла я не как погибшим. Обычно умершим приносят четное количество. Я принесла сегодня нечетное. Потому что я и, наверное, родные его, наши все одноклассники, мы и по сегодняшний день ждем его и верим, что он вернется. Не мог не прыйсці на мітынг і Анатоль Бажэжа. Свайго сябра Івана Івановича Прохара ён успамінае як вельмі добрага і душэўнага чалавека і вельмі шкадуе, што не захаваў афганскіх лістоў ад одноклассника. Это мой друг. Учились в 3-й школе. Когда закончили, Иван Иванович Прохор поступил в высшее десантное Рязанское училище. Оно одно в Союзе. В 1979 году 27 декабря подняли и отправили, не сказавши куда. Потом они уже узнали, что летят в Афганистан. И вот там его началась служба. Провоевал он там так всего лишь 3 месяца, но этот человек был от души. Он все это... Говорю, я должен помогать людям. Завяршыліся памятныя мерапрыемствы паніхідай па памерлых воінах-інтэрнацыяналістах у саборы святога благавернага князя Александра Неўскага. Сябры і родныя пружанскіх хлопцаў, для якіх служба ў Афганістане стала апошнім этапам жыцця, паставілі свечкі за упакой тых, хто выконваў і годна выканаў свой інтэрнацыянальны абавязак. Уладзіслаў Шпарла, раённыя будні.